здесь, в России, мы вас поддержим и не дадим этому мерзкому человеку вести. Ассоль, мы с вами. Я знаю Ассоль много лет, и я горжусь тем, что могу считать ее своим другом. Артур, будьте мужчиной, не нойте. В России мы Ассоль называем волшебной феей. Видимо, коронавирус лишил тебя работы, и тебе очень понадобились финансы. Знаменитости и активисты выступили в защиту Ассоль Молдокматовой. В социальных сетях знаменитые люди Кыргызстана и России, которые лично знакомы с Ассоль, распространяют видеообращения, в которых обращаются к Артуру Цветкову и осуждают его поступок. Это не мужской поступок. Будь мужчиной, не ной. Мы не дадим Ассоль в обиду. С такими высказываниями выступили знаменитости. И на своих видео поставили хэштег «Цветков позор России». Напомним, что российский ведущий и шоумен Артур Цветков намерен взыскать с Ассоль Молдокматовой $1 миллион. Об этом он написал в своем Инстаграм. По его словам, конфликт с сотрудником общепита из Кыргызстана подхватила Ассоль Молдокматова и назвала Артура Цветкова нацистом. Российский телеведущий также выложил видео о том, что он уже подал иск к Ассоль Молдокматовой в один из московских городских судов. Здравствуйте, я Вадим Хусаинов, генеральный продюсер компании War Beauty и компании Fashion House International. Я знаю Ассоль Молдокматову очень давно и узнал, что сейчас начинается со стороны Артура Цветкова, человека, которого недостойного, который повел себя омерзительно, и его действия заслуживают оценки правоохранительных органов, не только административной, но, я думаю, и уголовной, и он продолжает себя раскручивать на этом фоне. Я думаю, что уж кому-кому, а Ассоль, просто стыдно. Ассоль это человек мира, мы ее приглашаем в Россию, приглашаем во Францию, приглашаем в Соединенные Штаты Америки вести наши мероприятия. Она принимает всех наших российских звезд. Вот буквально недавно она делала показ Вячеслава Михайловича Зайцева, и представляла других наших звезд в Киргизстане. Я хочу сказать, Ассоль, что мы не дадим здесь, в России, мы вас поддержим и не дадим этому мерзкому человеку вести себя так нахально. Можете на нас рассчитывать. С уважением, Вадим Хусаинов. Но обращение к вам, Артур Цветков. Артур, будьте мужчиной, не нойте. Ассоль мы всецело и полностью поддерживаем. Я мужчина, и я не ною. И вам советую, Арчи, быть мужиком и не ныть. Ассоль, мы с вами. Добрый день. Я Николай Горшков, актер Большого драматического театра из Санкт-Петербурга. Я знаю Ассоль много лет, и я горжусь тем, что могу считать ее своим другом. Это добрый, отзывчивый и честный человек. Человек исключительной порядочности. Человек, готовый прийти на помощь всем нуждающимся в любое время и в любой точке земного. Я знаю, как много усилий она прикладывает для сохранения культурных, общественных и просто человеческих связей между нашими странами. Я знаю, с каким трепетом и любовью она относится к русской культуре и к русскому языку в целом. Поэтому считаю, что обвинять ее в разжигании межнациональной розни – это как минимум глупо и абсурдно, а по факту, или попросту говоря, это просто неприлично и недостойно ни одного уважающего себя мужчины. Добрый день. Меня зовут Станислав Курач, я актер театра и кино. Мы знаем Ассоль как очень известного человека в СНГ. Ее трудоспособности можно позавидовать. Она несет всегда добро и мир всем народам. И очень прискорбно, что некий бывший ведущий Цветков пытается задеть ее честь и достоинство. И самое противное, что этот человек ведет себя неподобающим в московских кафе, чем, собственно говоря, вредит всей творческой среде. В России мы Ассоль называем волшебной феей. И я поддерживаю Ассоль. Спасибо. Год назад я со своими коллегами был в командировке в Бишкеке. И там я познакомился с Ассоль Молдокматовой. За все пребывание наше там она очень нам много помогала и вела программы наши, и переводила. В общем, за это время я ее немного узнал, но узнал, вы знаете, с очень хорошей стороны.
Она очень уважаемый человек не только в своей столице, но и в своем государстве. Она очень много делает добрых дел, очень много помогает больным, которые болеют онкологией. И действительно, я могу сказать об этом человеке только положительное, потому что я видел все это своими глазами, как ее любят и как к ней относятся. Вся эта история, которая случилась здесь, в Москве, с ее соотечественниками, я даже не знаю, как точно выразиться, потому что если бы там не было что-то такое для нее обидное и несправедливое, я думаю, что она бы даже бы и не ввязывалась в эту историю. Значит, действительно, она хочет, чтобы перед ее соотечественниками, которые здесь находятся в России, тем более в Москве, которые работают здесь, чтобы как-то уважительно к ним относились. Я считаю, что это правильно, потому что в этом смысле они ничего плохого не сделали. Я считаю, что это все правильно. Теперь я хочу сказать несколько слов Артуру Цветкову. Артур, я так немного посмотрел, не то что немного, но я посмотрел все видео, которые были выложены, и всю информацию о том случае, который был аж в августе месяце. Такое ощущение, что вся эта история выделенного яйца не стоит. Знаешь, такой похожий на трамвайный юмор. Дурак сам дурак. Вот. Мне показалось, что ты вроде бы вменяемый человек, и я просто не понимаю, зачем тебе это надо, зачем вся эта история. Хотя, посмотрев это, у меня возникло сразу такое ощущение, что, видимо, коронавирус лишил тебя работы, и тебе очень понадобились финансы. Либо тебя уже подзабыли очень сильно, и ты хотел бы как-то таким способом напомнить о себе. Но могу сказать, что если дело дойдет до суда, то я уверен, что СМИ у здания суда по поводу вот этой твоей истории дневать и ночевать там не будут. И наперебой каналы не будут оповещать этот процесс. Вот. И знаешь, что я там самое главное увидел? Что ты там допустил несколько таких, как бы сказать, ошибок. И я думаю, почему твои адвокаты это не заметили. И такое ощущение, что кто-то тебе подталкивает на вот этот скандал, на вот эти вот разборки. Ты, будучи находясь в заведении, в общественном, у тебя лилась очень нецензурная брань. И ты стал портить чужую собственность, бить посуду там. А это, если судья захочет, то это 206-я, по-моему, часть 2 там, до 3 лет. Понимаешь? И я не понимаю, откуда возникла эта сумма миллиона. Почему не 2, не 3? Я думаю, если твои адвокаты подбивают тебя на этот процесс, то они тоже, видимо, преследуют какую-то свою цель, ну, я имею в виду финансовую. Потому что по-любому, если ты думаешь, что они могут говорить, что бесплатно, но в конечном итоге они с тебя тоже поимеют. Так что нехило. Я просто не понимаю, честно говоря, зачем тебе это. Ты ж вроде бы, самое главное, ты же ведь ударил по рукам и вроде бы замирились. Ну и на этом как бы история должна закончиться. Потому что со всяким бывает. И бывает, когда мы срываемся. Но если вовремя успеть, ну, как бы извиниться, то люди должны понимать друг друга. Ничего в этом страшного нет. Вот. А с твоим таким упорством, ты так хочешь этого процесса, мне так кажется, лучше бы ты
к своим бы соотечественникам поехал в Белоруссию и с такой гражданской позиции помог им отстаивать свою независимость. И это было бы, наверное, более правильнее. Так что вот мой взгляд на это дело. С уважением ко всем вам. Василий Мищенко.